Углоны мэнде хундатамане радио сонсакчет. Углоны мне шот олзалганут ургылжилсор, муно хундатамане радио сонсакчет таненга хонхотхи хулембенет муно дремне сыдыбгыхет тамчин дацыны хойырзун найын жылы оэн байыр. Тегет муно туручин хун хонхыджы байна. Сэм байна? Сэм байна. Добрый день. Здравствуйте. Кто это нам звонит? Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, уважаемые земляки. Я Харитонов Михаил Александрович. О, Михаил Александрович, здравствуйте. Какие люди нам звонят? Да, я знаю, что сегодня проходит целый марафон, посвященный Тамчинскому Дацану. И, конечно, не мог не позвонить, не поздравить Дацан, потому что мы всегда проводили большие мероприятия юбилейные, посвященные Тамчинскому Дацану. Всегда проводили конференцию, большой праздник, да. Но в этом году, к сожалению, в августе месяце, все помнят, у нас ситуация сложная была, поэтому решили не проводить мероприятие. Но поздравить все равно это дело святое. И еще раз сказать о том, что роль Дацана, конечно, огромная, как историческая, так и духовная. И, конечно, мы, как наверняка еще не одну конференцию проведем, не один праздник, посвященный юбилею этого Дацана. Вот, если о самом Дацане все-таки несколько слов, да, конечно, наверное, он вот как многие Дацаны, которые вот образовывались с юга, да, вот первые самые наши Дацаны, прошел вот такую вот эволюцию от войлочного дугана, да, такого большого крупного комплекса, который был центром притяжения своего народа, путешественников, исследователей. И благодаря этому, конечно, наверное, весь мир про Тамчинский Дацан знает. И, конечно, он прошел путь не просто строек, да, вот что один дуган, второй, потом их уже десятки стало, да. Он и духовный путь свой прошел. Он стал центром притяжения ученых, лекарей, вообще образовал школу духовно-просветительскую, да, и кадры стали готовиться для Бурятии, для России. Именно здесь вот это вот очень важно, да, конечно, это все символизирует вот такую нашу духовную славу. Если бы не было этой духовной школы, неизвестно, как развивались бы наши дацаны в других районах республики. Если бы не было лам, то наверняка такого расцвета буддизма у нас в 19 веке не было. Да. Ну и, конечно, да, как ни крути, мы понимаем, что почти 130 лет это был резиденция Хамбулам, да. Это наших лидеров буддийских, на которых, по сути дела, держалась и государственная политика, и духовная политика, и хозяйственная, и многие вещи, да. Именно благодаря вот этим людям у нас буддизм именно так развивался, потому что надо было найти общий язык и с местными бурятскими наёнами, да, и с государственной властью, вплоть до императоров, да, это же огромное было искусство. И вот то, что они проводили не политику, скажем так, закрытую, а именно открытую, нашли себя в составе России, в составе российского, наверное, вот российской элиты, привело к тому, что буддизм у нас, во-первых, стал признанным, во-вторых, все-таки достиг своего такого расцвета, признания, да, и мы даже сейчас видим, что буддизм — это один из признанных религиозных учений России, да, то есть не какое-то чужое, наше, близкое, родное. Поэтому, конечно, все это наш Тамчинский Дацан, да. Конечно, другие Дацаны тоже вносили свой вклад, да, но вот определенный период, огромный период такой значительный, да, конечно, лидерство принадлежало Тамчинскому Дацану, и мы всегда об этом должны помнить, должны говорить. И, наверное, каждый верующий, каждый человек, который любит свой край, свою Бурятию, должен найти время съездить, посетить это место, потому что это не только место туристическое, но и в какой-то мере место, наверное, такое духовное, место силы, которое мы должны знать и о нем рассказывать. Да. Так что, уважаемые земляки, с праздником, надо хранить свое духовное наследие, да, к селенгинцам, к которым, так сказать, это наследие в первую очередь относится, конечно, огромный привет. Обязательно сохраняйте, развивайте свой Тамчинский Дацан.
Михаил Александрович, здорово, что вы позвонили. Вам огромное спасибо, что нашли время, позвонили, связались с нами. Спасибо вам большое. Все, до свидания. До свидания, Байрте. Хундате радио сонсакчет муно мане на студии Михаил Александрович Харихтонов, Хонхадова, Байрте.